Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале коротко о темах этого часа. Родители, которые до сих пор не получили единовременную выплату на ребенка-школьника, еще могут успеть подать заявление. С сегодняшнего дня закрывается навигация маломерных судов в некоторых районах республики. Расскажем, где именно. Умной может быть и одежда. Ученые Якутии разрабатывают технологию создания одежды, способной защитить человека от холода. Начнем наш выпуск с индексации пособий. Детские и материнские пособия устанавливаются в фиксированных размерах и часто зависят от величины минимального размера оплаты труда и индексируются в феврале. В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля. С 2022 года он будет увеличен до 13 617 рублей. Следовательно, коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3%. Отметим, что этот показатель прогнозный. При определении размера пособия по беременности и родам для определения минимального суммарного размера среднего заработка устанавливается величина в 24-кратном размере минимального размера оплаты труда. В этом году она составила 307 008 рублей. Со следующего года сумма увеличится до 326 808 рублей. Тем временем родители, которые до сих пор не получили единовременную выплату на ребенка-школьника, могут подать заявление на нее до 1 ноября. Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей полагается одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно было исполниться не позднее 1 сентября 2021 года. Выплата также полагается инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам. Для получения выплаты нужно заполнить и отправить заявление. Самый удобный способ – через личный кабинет на сайте госуслуг. Среднее профобразование становится все более популярным среди российских школьников. За последние годы прием по программам среднего профобразования значительно вырос. Сейчас это почти 1,2 миллиона человек. Колледжи сегодня выбирают 60% девятиклассников. Отмечается, что это стало возможным благодаря серьезным изменениям в системе среднего профессионального образования, связанным с обновлением материально-технической базы и педагогического состава колледжей и техникумов. При этом у выпускников колледжей практически нет проблем с трудоустройством. Почти сразу же после диплома работу находят фармацевты, выпускники направлений дошкольное образование, лечебное дело и учителя начальных классов. К другим темам. Навигационный период для маломерных судов завершится в нескольких районах республики уже сегодня. Ожидается закрытие навигации в Абыйском, Малайховском, Верхнеколымском, Булунском, Среднеколымском, Нижнеколымском, Жиганском, Момском и Миконском районах. Также с 11 октября навигационный период завершается в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском и еще в 12 районах республики и на территории Якутска и Жатая. А вот образование первого льда на реке Лени в республике прогнозируют приблизительно 12 октября. По информации гидрологов, первый лед на Лени образуется у села Кюсюр в Булунском районе. А 13-14 октября на участке Жиган-Сангары. На отрезке Якутск-Покровск образование льда ожидается 17 октября, Ленск-Алекминск 18-19 октября. Южные ворота Якутии, Нерюнгри, его жители и гости к концу 2022 года смогут оценить все возможности и прелести международных стандартов. К этому сроку запланирован пуск в эксплуатацию нового аэропортового комплекса. На каком этапе сейчас находится реконструкция и как идут работы, узнали наши нерюнгринские коллеги. В ноябре 2019 года компания «Стройдорсервис» города Алдана заключила контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту реконструкция аэропорта Нерюнгри. Сроки реализации проекта установлены на 2019-2022 годы. Объем финансирования составляет 7 миллиардов 385 миллионов рублей. На данный период уже выполнено более 73% работ, то есть работы ведутся с опережением графика.
Поэтому уже к 25 октября взлетно-посадочная полоса будет готова к сертификации. Для реализации данного проекта наша компания приобрела бетоноукладочный комплекс, текстуровщик, 2 бетонных завода. И это позволило выполнить за достаточно короткий период данный объем работ. Огромную роль в проведении реконструкции сыграла команда профессионалов, которую подобрал «Стройдорсервис». За время работ сложился костяк коллектива, который и в дальнейшем способен решать не менее сложные задачи. Поэтому эти люди реально заслужили уважение. Хотел бы также отметить и нашего заказчика «Аэропорты Север», и непосредственно в лице Вадима Валерьевича Волкова, под чьим руководством осуществляется и контролем осуществляется данная реконструкция. Также поблагодарить коллектив аэропорта Тюльмана в лице директора Жарникова Леонида Адольфовича, потому что многие вопросы, скажем так, решались оперативно, дружно. Все были заинтересованы в скорейшей реализации данного проекта. Сейчас уже успешно завершено обустройство искусственной взлетно-посадочной полосы, уложено более 90 тысяч тонн бетонной смеси. Обустройство дренажной системы, построена патрульная дорога, по всему периметру установлено ограждение, возведены мачты освещения, заканчивается монтаж светосигнального оборудования. Поэтому 1 ноября первые пассажиры уже смогут оценить изменения. Мы начинаем эксплуатацию взлетно-посадочной полосы. Первый самолет, который произведет посадку, это установлена наша историческая авиакомпания «Якутия», рейс Москва, Внуково, аэропорт Нерюнгри. Ждем пассажиров, первых пассажиров в нашем аэропорту. На перевозку пассажиров заявились все те компании, которые летали ранее. Это авиакомпании «Якутия», «Сибирь» и «Ир Аэро». А подрядчик по восстановлению аэропорта уже приступил к строительству аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускного пункта и здания аэровокзала. Мы находимся на перекрытии уже 2-го этажа. Здесь это 2-й этаж, это зал вылета в основном пассажиров, на котором будет полностью коммуникации, средства для регистрации, для досмотра пассажиров уже в новом формате и в соответствии новым требованиям, где пассажиры смогут свободно уже ожидать даже при длительных задержках в зале ожидания вылета. Будут пункты питания, будет комнаты для матерей с детьми, камеры хранения, ну и все прочие удобства, которые предусматривает современный аэровокзал. О готовности аэровокзального комплекса в прямом эфире глава республики Айсен Николаев ответил, что к концу 2022 года новое здание будет открыто и нерюнгринцы смогут оценить все возможности международных стандартов. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Стоимость ряда товаров из Китая может подняться ближе к концу декабря, убеждены эксперты. Ситуация на энергетическом рынке Китая складывается не лучшим образом по причине наложения нескольких факторов. Здесь сказывается активное восстановление национальной экономики после пандемии, возросший спрос на уголь и его нехватка. Соответствующая обстановка может негативно сказаться на поставках китайской продукции в другие страны, в том числе в Россию. Эксперты ожидают, что возникнут перебои в логистики, которые выльются в рост цен на определенные позиции. Предполагается, что в России будут поступать с некоторой задержкой такие товары, как текстиль, мебель, электронные устройства и транспортные средства. Ученые Якутии разрабатывают технологии создания умной одежды для севера, способной защитить человека от предельно низких температур. О новой разработке в рамках Северного форума по устойчивому развитию рассказал научный сотрудник учебно-научно-технологической лаборатории графеновой технологии СВФУ Захар Евсеев. По его словам, уникальная ткань будет способна мониторить жизненно важные показатели. Большинство одежды, которая производится, не подходит для суровой северной погоды. Особенно актуально для спецслужб, которые работают в арктических условиях. Отмечается, что над оксидом графена еще нужно поработать. Пока он быстро вымывается из ткани, но технология имеет большие перспективы применения в производстве.
столетию ЯССР Гохран России организует в Якутске выставку «Национальная сокровищница России». Экспозиция откроется в апреле следующего года. О том, какие экспонаты увидят якутяне и как идет подготовка к выставке, в сюжете наших московских коллег. Журналисты телеканала «Якутия-24» впервые получили доступ в национальное хранилище страны. Здесь, в фондах Гохрана, хранятся уникальные именные алмазы и самородки, добытые в нашей республике. Большая императорская корона, украшенная 11 тысячей якутских бриллиантов, была изготовлена смоленскими ювелирами в 2012 году. Корона воссоздана по современным технологиям к 250-летнему юбилею создания первой большой государственной короны, которая входит в состав королевских регалий Российской империи. Это один из самых узнаваемых в мире художественных произведений. Впервые в истории Гохрана таким комплектом они будут экспонироваться именно на выставке Якутия. Кроме того, посетители могут познакомиться с редчайшими драгоценными камнями и металлами, самородками, ювелирными изделиями золотых и серебряных дел мастеров. Вся выставка наглядно покажет связь, рукотворную связь времен прошлого и современности, связь народов нашей страны. И я хочу подчеркнуть, что каждый экспонат, он уникальный, и, конечно, как национальное достояние, это бесценно. Большинство ювелирных произведений никогда не покидали стены Гохрана и впервые будут представлены на выставке в Якутске. Одним из важных совместных будущих мероприятий станет большая выставка, которую Гохран России привезет к вам на юбилей республики в следующем году. Подготовка выставки – это очень серьезное мероприятие. Любое передвижение экспоната, любого экспоната, оно сопровождается строжайшим контролем и обеспечением мер безопасности. Поэтому мы выставку начали готовить за год. Для нее необходимо специальное согласование с Министерством финансов о том, что эти экспонаты будут в Якутии. Нужно специальное разрешение правительства. Помимо музейных ценностей, посетителям выставки покажут уникальную коллекцию полноцветных ультрареалистических голограмм, точных оптических копий экспонатов алмазного фонда. Оптоклоны позволяют демонстрировать бесценные драгоценные изделия, которые не могут покинуть территорию Московского Кремля. Выставка «Национальная сокровищница России» откроется 8 апреля следующего года в выставочном зале Комдрагмета. Туяра Константинова, Джордж Березкин, Москва. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире.